Республиканская библиотека презентовала мобильное приложение для прослушивания аудиокниг. Они особо востребованы очень занятыми людьми, молодежью, для которых чтение бумажной книги – непозволительная роскошь в отношении времени. Ну а аудиокнига для слабовидящего, слепого или пожилого человека – так это вовсе спасение от изоляции и окно в мир. Сюжет нашего корреспондента Туяра Филипповой. Есть. Ну, что-нибудь. Сейчас начнется. Секунды 2-3 обычно. Когда будет нагрузка, наверное, будет дальше. Можно погулять по главам. Ну, только вперед пока что. Николай Спиридонов на своем смартфоне учится пользоваться новым приложением. Хотелось слушать книги наших якутских авторов, и написано на якутском языке. А у нас такого приложения не было. И вот сейчас нашему счастью, нашей радости появилось приложение. Очень давно нас ждали этого, и вот это свершилось. Любая книга, будь то художественная или краеведческая, тут востребована всегда. За почти полувековую историю работниками библиотеки издано порядка 1000 книг. Ежегодно фонд пополняется десятками новых. Но создавать их непросто. Для инженера Петра Неустроева запись новой книги сродни соавторству. Уже кто-то косит под них. С легкой руки некоторых впечатлительных товарищей черные маски возведены в знак ореола. Помогают записывать книги артисты, дикторы и просто увлеченные и готовые сделать доброе дело люди. Те, чьими голосами говорят книги. Она нужна людям, тем, которые действительно живут с ограниченными возможностями по зрению. Но и здесь, оказывается, может присутствовать карьерный рост, потому что недавно, вот совсем мы закончили запись тифлокомментариев к фильму «Саха снайпер». Это была работа для меня необычной, но очень интересной. Я думаю, если вот получилось то, что мы сделали, то я бы с удовольствием продолжил эту работу дальше. Пока не все книги из фонда библиотеки доступны в приложении. Это потребует времени. В будущем работники хотят расширить перечень пользователей, в том числе в районах, а также сделать так, чтобы можно было скачивать приложение не только на платформе Android, но и iOS. Семен Семенов, Туяра Филиппова, Якутск.